В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Названы регионы России с самым доступным бензином для населения. Этот список возглавили Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотка. Среди аутсайдеров Дагестан и Ивановская область. В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 1002 литра. Меньше 600 литров бензина марки АИ-92 могут купить жители Северного Кавказа. Эксперты объясняют это не только ценами на бензин, но и низкими зарплатами. АИ-92 в середине января 2020 года стоил больше 50 рублей за литр в 6 регионах. При этом во всех них на среднемесячную зарплату можно купить более 1000 литров бензина. Это Чукотка, Якутия, Магадан, Сахалин, Камчатка. Традиционно высокая цена бензина в дальневосточных регионах объясняется высокими затратами на его транспортировку в связи со специфичными географическими условиями. В среднем же по России бензин марки АИ-92 за последний год подорожал почти на 3%. Средние цены на бензин за этот период выросли практически во всех регионах, за исключением Алтайского края, Республики Алтай и Челябинской области. Количество безработных снизилось в 3 районах Якутии. Так, в Намском районе с начала года число безработных снизилось на 136 человек. В Мегино-Кангаласском на 131, в Нерюнгринском на 121 человек. Отмечается, что уровень общей безработицы в Якутии в 2020 году составил 7,4% от численности рабочей силы. На сегодня в службе занятости населения республики предлагается 9038 вакансий. Всего в республике официально зарегистрировано 28 тысяч безработных граждан. Большая часть из них женщины, молодежь до 30 лет, люди предпенсионного возраста. В продолжение темы Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии января. Ими стали предложения для инженеров, пилотов, машинистов, программистов и стоматологов. Одну из самых высоких зарплат до 330 тысяч рублей предлагают пилоту в московскую авиакомпанию. Командиры и вторые пилоты вертолетов и самолетов также требуются в Красноярском крае, Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе, Югре. Предлагаемая зарплата от 140 до 250 тысяч рублей. На доход до 300 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать высококвалифицированные инженеры. От 200 до 300 тысяч рублей предлагают механикам и машинистам буровой и погрузочных машин. Соискателей на эти позиции ждут работодатели из Якутии, Приморья, Иркутской области. Программистам готовы платить от 150 тысяч до 250 тысяч рублей. IT-специалистов на такую зарплату ждут работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновской, Нижегородской, Московской, Новосибирской областей. Широкие перспективы предоставляет и отрасль здравоохранения с вакансиями для врачей различных специализаций. Так, вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей разместили городские и частные поликлиники и больницы Свердловской области, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и другие. Им требуются стоматологи, инфекционисты, терапевты, анестезиологи, реаниматологи. Добывающая компания Silver Beer получит бридж-кредит в размере 750 миллионов рублей. Ее дочерняя компания «Прогноз» заключила соглашение с инвестиционной компанией SKA Assets. Процентная ставка составляет 8,27% годовых. Основная сумма должна быть выплачена до 31 декабря текущего года. Кредитное соглашение уже получило одобрение фондовой биржи Торонто. Денежные средства планируется направить на укрепление финансовой позиции компании. Так, в настоящее время организация завершает модернизацию обогатительной фабрики и готовится к началу отработки актива «Мангазейский север» и продолжению работ на вертикальном и других месторождениях Кобяйского района Якутии. Якутия получит 102 миллиона рублей на поддержку начинающих аграриев в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Средства будут направлены из республиканского и федерального бюджетов. Конкурс «Агростартап» проходит в Якутии 3-й год. Его победители могут получить до 6 миллионов рублей в зависимости от направления развития хозяйства. Средства гранта можно направить на покупку сельскохозяйственных животных, техники, оборудования для производства и переработки продукции земельного участка, а также на подключение производственных объектов к инженерным сетям и другие нужды.
Компания «Алроса» начала реализацию проекта на хвостохранилище обогатительной фабрики номер 14 Айхальского ГОК для повышения его надежности. Комплекс работ предусматривает создание сети скважин для снижения проницаемости основания хвостохранилища, гидротехнического сооружения, где складируются хвосты обогащения алмазосодержащей руды. Это позволит дополнительно повысить надежность гидротехнического сооружения и снизить расходы на его эксплуатацию за счет уменьшения объемов перекачки дренажных вод из пруда-накопителя в пруд-отстойник. Окончание работ намечено на третий квартал 2021 года. В прошлом году инвестиции «Алроса» в поддержание и модернизацию и текущую эксплуатацию составили около 230 миллионов рублей. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.